Свою деятельность в сфере ЖКХ в Дальневосточном округе осуществляет почти 4000 организаций. Это ресурсоснабжающие предприятия и управляющие компании. Рост количества нарушений в этой сфере растет. За 2017 год их выявлено 32 тысячи. За прошедший год в целях их устранения внесено 19,5 тысяч актов прокурорского реагирования. Почти 7 тысяч лиц привлечено к административной и дисциплинарной ответственности. По постановлениям прокуроров, направленным в следственные органы, возбуждено 51 уголовное дело. В целом, по Дальнему Востоку изношенность сетей и оборудования остается высокой. Якутия по количеству ветхих тепловых сетей занимает второе место в регионе. По водопроводным сетям – первое. Поручено в ремонтных программах организации коммунального комплекса предусмотреть замену не менее 5% ветхих сетей. Правительство контролирует все процессы. Допустим, представитель правительства в пятницу поедет в Намский район специально смотреть, как у нас там прошла модернизация. Заместитель генпрокурора России обратил внимание на исполнение программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. По факту нарушения сроков ее реализации в 10 районах республики было вынесено представление зампреду правительства Якутии. Вы действительно очень много делаете. Большое количество. Но у вас и больше всех проблем по аварийному ветхому жилью на сегодняшний день. Это одно. Второе. В связи с этим вам и больше оказывается помощь Российской Федерации центральными органами по этому направлению деятельности. Самое главное – организоваться. На сегодня в Якутии из аварийного фонда расселено 29 тысяч граждан из 11 тысяч жилых помещений. 743 человека продолжают проживать в аварийном жилье. Их планируется переселить до 15 августа. Стас Михайлов, Хабаровск.